Дорогие друзья, добрый день. Это Национальное радио Ингушетия, волна 88,8 FM. Для вас работает Милана Манкиева. У нас в гостях руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Совсем недавно были подведены итоги работы Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия за второй квартал 2019 года. Батыр, расскажите, пожалуйста, об итогах этих слушаний. Салам алейкум, добрый день, Эйхалшин. Мы подводили итоги за второй квартал 2019 года. Кроме тех жалоб, которые к нам традиционно приходят, у нас были еще необычные разбирательства во втором квартале. Допустим, такие жалобы к нам поступили на странице Instagram. Кстати, люди больше любят писать о разных нарушениях именно на страницах социальных сетей, поэтому мы своим аккаунтом очень активно пользуемся и призываем всех подписываться под него, читать, какие есть новости у нас и над чем мы работаем в настоящее время. Допустим, одна жалоба такая была на выдачу водительских прав. Заявитель жаловался, что в соответствии с установленным государственным тарифом 2000 рублей, а взыскивает у них 2300 рублей непосредственно в пункте выдачи водительских прав. К сожалению, доказательств он на этому не приложил, но мы так посмотрели, поразбирались, направили запросы и достоверно получили информацию от ГИБДД, что ровно 2000 рублей – это тот тариф, который установлен государством, и они его не превышают. По-моему, на вашем сайте еще была информация по поводу проведения техосмотра, что гражданин жаловался на то, что его заставляют платить больше, чем установлено по закону. Да. Плата. С этим мы тоже разбирались. Отсутствие доказательств каких-либо, тяжело принимать решения о том, что есть нарушение. Поэтому доказательств не было, и, соответственно, не было нарушения. Но этот вопрос мы не закрыли. Если кто-то к нам обратится с доказательствами, то мы вернемся к этому, безусловно, и будем его заново рассматривать. Под доказательствами вы понимаете квитанцию об оплате этой пошлины, да? То есть какие доказательства? Квитанция, видеозапись, аудиозапись, 2-3 свидетеля, которые могут подтвердить, что это было действительно. И еще хотел бы сказать, что кроме этого у нас вообще есть еще государственно устанавливаемые тарифы. И если этот тариф завышается, это нарушение статьи 15 Федерального закона о защите конкуренции, непосредственно наша сфера влияния. Поэтому если вы видите, что есть, или знаете, что есть какая-то сфера, где устанавливается официальный тариф, и с вас требует больше, либо требуют некие справки, которых не надо спрашивать, не имеет права спрашивать, поэтому смело обращайтесь к нам, мы с этим будем разбираться и давать вам подробный ответ на ваше обращение. То есть, а какие еще, скажем так, приоритетные направления работы вы обозначили на первый квартал 2019 года? Насколько я знаю, больше приоритет отдается национальным проектам. Да, безусловно, у нас в соответствии с национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденным указом президента Российской Федерации, у нас и национальные проекты, это является первой необходимостью и нашим приоритетом на этот год, не только в первом полугодии, и, соответственно, борьба с картелями. Она у нас идет активно, сейчас могу сказать, уже в этом году возбуждено 2 дела в отношении органов власти и хозсубъектов, и буквально на днях возбудили дело по сговору 2 хозсубъектов. Там при проведении 4 аукционов на сотни миллионов рублей. Будем с этим разбираться. Пока название фирм не могу говорить, потому что мы не признали их нарушившими. Да, как признаем, соответственно, будет пресс-релиз у нас на сайте. По поводу проблем, с которыми вы сталкивались, можно ли подводить итоги первого полугодия или только именно конкретно второго квартала? То есть какие жалобы поступают от жителей нашей республики? На что чаще всего они жалуются? Жители наши традиционно не любят жаловаться. Но в соцсетях где-то под обсуждением дома, да? Обсуждать это с соседями, с родственниками, но не обращаться в компетентные органы. Да. И где-то в соцсетях, если будет какая-то публикация, под ним оставить свой комментарий какой-нибудь критический, мы тоже любим. Но вместе с тем, при вопросе, а вы обращались с этой проблемой, да, хотели, чтобы с ними разобрались, естественно, поступает ответ нет, мы не обращались. Поэтому, должен сказать, что практически около 70% тех жалоб, которые к нам поступают по всем направлениям, по всем ним признается нарушение. Частично по тем жалобам, которые к нам приступают, они там бывают без фамилии, без имени, без обратного адреса, и, соответственно, законом об обращении граждан, федеральным законом, мы не имеем права их рассматривать, мы их возвращаем. Бывают и необоснованные жалобы, такие эмоциональные.
без подкрепления каких-либо доказательств и так далее. То есть вы сказали, что они неправильно оформляют жалобу, поэтому вы не можете дать им ответ. Как правильно Часть ее из нужно них. оформить? Ну, каждый закон предъявляет свои требования. Допустим, 44-й федеральный закон, закон о контрактной системе, там четко написано, жалоба должна содержать там то-то, то-то и перечень. Закон о защите конкуренции также указывает, что жалоба должна содержать то-то, то-то, то-то. Поэтому есть вообще общее обращение. Бывает жалоба, бывает обращение. Но для жалобы необходимо то, что указано в законе. Для обращения достаточно фамилия, имя, отчество, обратный адрес, на кого жалуетесь, с каким вопросом жалуетесь, ну, вот такие вот А костяк. разница между жалобой и обращением? То есть жалоба, насколько я понимаю, подразумевает какой-то официальный ответ, а обращение просто вот разберитесь с этой ситуацией и все, да? Нет. Или нет? Нет. Обращение тоже подразумевает обязательный ответ. Просто если жалоба, то существуют конкретные сроки ответа на жалобу. Допустим, если это тоже закон о контрактной системе, либо любая другая жалоба на торги, которые проводятся, мы ее рассматриваем в течение 5 рабочих дней. Вот это отличает. А жалобу, обращение мы рассматриваем в течение 30 дней. Вот это есть различие. Вот еще, мне кажется, такой немаловажный вопрос. Вот вы на вашем сайте, на сайте ФАСа, разместили эту информацию в разделе «Новости». Вы писали о, скажем так, о госзакупках. О том, что заказчики зачастую, скажем так, мало того, что закон о госзакупках и так слишком сложен для понимания, да, простых жителей, так они еще и искусственно усложняют этот процесс. То есть каким образом вы боретесь с этим, чтобы, скажем так, представителям малого и среднего бизнеса как-то было проще пробиться и как-то реализовать себя на рынке? То есть как вы им помогаете? Ну, бытует мнение, что мы должны заглянуть в каждый аукцион. К сожалению, ни по закону, ни в соответствии с полномочиями мы этого делать не можем. При направлении к нам жалоб обращения, вот тогда да, мы проводим проверку и так далее. А вообще у нас таких проверок, то есть таких закупок уже в этом году, насколько я помню, более 20 тысяч. И 2 сотрудника, которые у нас занимаются госзаказом, не способны проверить 20 тысяч закупок. Это как-то понятно. Поэтому если у нас есть жалоба обращения, мы рассматриваем, проводим не только проверку по доводам обращения, но и проводим внеплановую проверку всей процедуры размещения заказа. И больше нарушений мы выявляем именно при проведении внеплановой процедуры. Бывает такое, что в жалоба сама не обоснована, то есть тот довод, с которым мы обращались, неверно там указан, но вместе с тем при проведении внеплановой проверки комиссия наша выявила там кучу нарушений, и, соответственно, выдается предписание об аннулировании торговли, либо внесении изменений, продлении срока. Ну а какие цели преследует заказчик в том случае, когда он, скажем так, искусственно как-то запутывает поставщика услуг? То есть он хочет, скажем так, путем этих махинаций выбрать конкретного поставщика? То есть для чего ему это нужно? Ну, в госзаказе все нарушения можно условно подразделить на 2 вида. Первый – это коррупционная составляющая, и второй – это случайность. Случайно, сила невнимательности и так далее, такое тоже есть. К сожалению, наши контрактные управляющие редко проходят обучение, их работодатели, к сожалению, не заинтересованы в этом. Поэтому бывают такие непреднамеренные нарушения. А бывает, вот когда уже установлен такой термин, есть заточить документацию под конкретного своего участника. Вот это тоже происходит. Когда такое происходит, мы даем предписание, внести изменения, все сделать проще. А если там выслеживаются какие-то признаки сговора, то, соответственно, уже проводим расследование иного плана, и если они подтверждаются, возбуждаем дела. У нас достаточно много таких громких дел, это и там можно их много перечислять. Ну, а если на каком-то конкретном примере рассмотреть, то есть как-то другие заказчики, увидев, какие меры вы применили, например, какому-то конкретному лицу, как-то приводит их это в чувство, или они все-таки продолжают, да, наступать на те же самые грабли? Пока вы с ними разбираетесь по этому делу, они с правой рукой, грубо говоря, клянутся, с вами, а с левой они уже подписывают другие. Все понятно. И по этому факту, вот по тем 3 делам, которым возбуждали в отношении Минфина и Минстроя ряда подрядчиков на очень крупные суммы при строительстве, в настоящее время это дело там ведет, правоохранительные органы ведут это дело и проводят доследственную проверку. А что касается, скажем так, дел о нарушении закона о рекламе, то есть наблюдается ли какая-то тенденция, увеличивается количество дел, которые вы возбуждаете в отношении того или иного лица, либо уменьшается?
Ну, больше всего дел у нас возбужденных было в 2017 году. Это было связано с рекламой в основном медицинских услуг. Вот мы как бы в том году уже и навели в этой сфере порядок. С тех пор нарушения, ну, как бы в этой сфере мы не наблюдаем, по крайней мере. Вот, ну, где-то в год у нас где-то 12-15 нарушений по закону о рекламе выявляется. Какие конкретные нарушения? В основном это СМС-спам. И эти жалобы на СМС-спам нам в основном направляет центральный аппарат ФАС России. То есть все это попадает со всей страны туда, и они их распределяют по территориальным органам. И те жалобы, которые мы рассматриваем, это бывают граждан там, Новосибирска, Москвы, Ханты-Мансийска, Калининграда и так далее. То есть на усмотрение центрального аппарата, как они их отпишут. В основном нарушения подтверждаются. Бывают, конечно, такие казусные моменты, что вы пришли, оформили там в магазин, да, оформили карточку, там подписали, что вы согласны на рассылку рекламы этого магазина, а также его партнеров. Потом получаете СМС о том, что вы должны, ну, какую-нибудь рекламу характера, и тут же возмущенно пишете заявление, почему мне написали там СМС, я согласия не давал. На что оператор связи дает, вот он, человек расписывался, дал на это согласие. А недавно у нас вообще интересный случай был, таких случаев редко бывает. Человек взял кредит и в кредитном договоре подписал, что он согласен на получение СМС-сообщения о его задолженности и размере оплаты на следующий месяц. Вот когда к нему поступил СМС о том, что он задолжал банку, он решил, что это неправильно, ему не должны такие СМС-ки писать, и направил к нам жалобу. На что банк ответил, он нам должен, мы об этом ему написали, что он нам должен такую-то сумму. Ну, мне кажется, это не совсем можно под категорию спам определить, конечно, если это ты должен, спам, а тебе да. напоминает о том, что тебе нужно заплатить, да. А ты пишешь. Это сообщение информационного характера, да. Ну и мы продолжим говорить о самом, как мне кажется, важном моменте, да, на который вы обращаете внимание, по большей части, это национальные проекты. Вот, Батыр, прокомментируйте, пожалуйста, как мне кажется, вот сейчас это наиболее важное направление вашей работы. Да. У нас в республике реализуется 11 национальных проектов, и их всего 12. И как недавно президент Российской Федерации сказал о том, что при реализации этих нацпроектов тратятся огромные бюджетные средства. И у региональных чиновников очень большой соблазн бывает передать эти аукционы своим людям, родственникам, знакомым, друзьям, одноклассникам, ну и так далее. Ввиду чего минимальная экономия вообще бюджетных средств, и мы покупаем не самый лучший товар. Вот в связи с этим было поручение и президента Российской Федерации, и правительства Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службе проводить проверки реализации этих национальных проектов. Чем мы, собственно говоря, с января этого года и занимались. Всего нами выявлено 14 нарушений при реализации нацпроектов в Республике Ингушетия. Также установлено о том, что у нас минимальная экономия бюджетных средств при реализации. Там даже 1% не достигает, там случайность, некая статистическая погрешность. 14, получается, дел вами выявлено, да, 14 нарушений. Да. А кто-то жаловался уже на то, что не совсем честно эти аукционы проходят? Да, мы рассмотрели 4 жалобы на аукционы. Из них 3 жалобы, по 3 жалобам, по 3 аукционам мы признали жалобы обоснованными и выдали предписание о внесении изменений в документацию. Один аукцион недавно мы аннулировали вовсе, потому что там аж слишком вопиющие нарушения были. Поэтому заставили их перевыставить этот аукцион. Вот. Ну, кроме нас, еще есть и поручение в прокуратуре Республики Ингушетия по линии Генпрокуратуры о проведении этих проверок. Вот они со своей стороны, мы со своей стороны. Ну и плюс еще при прокуратуре Республики Ингушетия создана комиссия, которая смотрит, межведомственная комиссия, где мы разбираем, именно какие нарушения есть при реализации нацпроекта в республике, на что необходимо обратить внимание и в каком направлении нам нужно работать. Ну, я надеюсь, что подобные санкции, которые были применены к людям, которые нарушили законодательство, как-то, может быть, каким-то отрезвляющим способом воздействуют на других людей, которые уже потирают ручки в предвкушении очередного аукциона. Ну, что ж, давайте поговорим немножко о... Можно вернуться к этой теме? Безусловно. Санкции очень большие, и когда мы начинаем оборотные штрафы применять, это там десятки миллионов рублей может составлять, может и сотни, в зависимости от оборота
оборота, и это аукциона, который он взял. Человек обычно начинает говорить: я не знал, что такие санкции. Если бы я знал, я вообще там никуда бы не пошел бы, никакой аукцион мне не нужен был бы. И так далее. Можно сказать, что вот с начала этого года мы наложили штраф на сумму более 7 миллионов рублей. Вот. И, соответственно, в ближайшее время еще эти штрафы будут по 2 юридическим лицам, и там штрафы будут более 10 миллионов рублей, это точно. Это достаточно существенно. Это означает, что при сговоре на торгах человек получил прибыль, допустим, 5 миллионов, а заплатил штраф 10 миллионов. Никакой коммерческой выгоды, соответственно, ему нет. Не может это не радовать, потому Поэтому что... нужно задуматься над этим. Ну, хоть, понимаете, хоть таким способом привести человека в чувство, хотя вряд ли это получится, как вы уже ранее говорили. Ну и поговорим немножко о предельных сроках отключения электроэнергии. Да? Я так думаю, что все наши жители обеспокоены проблемой отключения электроэнергии в нашем регионе. Буквально пару дней назад был шквалистый ветер, град, дождь, естественно, малейшее дуновение ветерка, и поставщик услуг сразу же отключает свет во избежание каких-то катаклизмов. Сколько вот по закону, вот в течение какого времени они имеют ли они вообще право отключать этот самый свет? Тут еще надо понять, что является более таким катаклизмом: отключения электричества или ветер на улице. Вот, и какой катаклизм вообще избегается и для человека является приоритетным. Да, у нас ветхие сети, да, у нас плохое наследство от муниципальных образований, которое перешло к МРСК, безусловно. Но вместе с тем, какие бы эти сети ни были, МРСК и вообще гарантирующий поставщик должен побеспокоиться над тем, чтобы электричество нам не отключалось более 24 часов. Это третья категория потребителей, но это, в принципе, это физлица, но это большинство, которое нас интересует. И не более 72 часов в год. Если это время превышается, соответственно, является нарушением. А в этом году мы уже наложили штраф на сумму более 600 тысяч рублей. МРСК обжаловал этот штраф в суде первой инстанции, мы его отстояли, вот теперь отстояли его и в суде второй инстанции, это апелляция в Ессентуках была. Вот теперь готовимся к Краснодару, то есть кассационной инстанции, надеемся, они ее отстоят. И сейчас тоже мы рассматриваем также еще одну жалобу, всего 2 жалобы в этом году было, да и в прошлом году не было вообще таких жалоб, вот в этом году 2 жалобы, рассматриваем такую же ситуацию, но, скорее всего, там мы дело прекратим, потому что сам заявитель не дал нам каких-либо доказательств о том, что электричество было отключено. Ну, доказательством здесь может послужить: отключили вас, звоните в МРСК, звоните 112, звоните в МЧС, говорите о том, что вам отключили свет. Это все будет фиксироваться, и это будет звонком к тому, что вас отключили, и вы сможете доказать, что в это время у вас не было электроэнергии. Также можно отправлять смс-ки в МРСК, в электронную почту направлять, там, посредством электронной почты направлять это сообщение. Вот. Ну и, соответственно, если это многоквартирный дом, там проще, там граждане могут собраться, сказать, там 10-15 человек, что действительно с такого-то там по такой-то период электричество было отключено. Что должно делать МРСК? Скажем, ну, говорят, выключил, там, сгорел трансформатор, его надо починить там пару дней, его еще купить надо и так далее. МРСК ни при чем, поэтому неделю будете сидеть без света. Нет, это неправильно, это неправда. Если у нас затягивается срок подачи электроэнергии, то ресурсоснабжающая компания, в данном случае МРСК, сетевая компания, они должны там поставить туда генератор, подогнать, что-нибудь сделать, там, переключить там, с одной фазы на другую, ну и так далее. То есть есть там моменты, которым они могут регулировать, то есть должны регулировать и должны приводить в порядок эту сферу. Мне просто даже немножко обидно, потому что вот в СМИ, в газетах печатают, выступают представители МРСК, Ингушэнерго и говорят о том, что неплохо бы вовремя оплачивать счета за электрическую энергию, а по факту на защиту обычных потребителей никто не встает. А в том, что ты просто сидишь дома без света, можешь день сидеть, можешь 1,5 дня без света сидеть, это норма. Просто сейчас даже элементарно ни холодильник не работает, ни телевизор, ни телефон ты не зарядишь, то есть ничего ты не сделаешь, даже компьютер не включишь без света. То есть об этом никто не думает. А это, казалось бы, какие-то элементарные вещи. Ну, за год, мне кажется, больше 72 часов, это 100%, как пить дать будет. Но, опять же, никто не жалуется, да, насколько я понимаю. То есть в чем проблема? Почему они продолжают вот так же нагло обращаться с потребителями этой электрической энергии? Милана, ну, тут ведь МРСК тоже право.
им то, что не оплачивают. Оплата должна быть, ведь от нашей оплаты понимаю. зависит, вовремя ли будут, смогут они найти средства отремонтировать, столб заменить, электричество заменить, Я провод. прекрасно это понимаю. Я говорю, просто почему-то мы постоянно говорим о том, что вот кто-то не платит, а тот, кто не поставляет энергию, об этом мы не говорим. То есть я вот как обычный потребитель, вот, скажем так, со своей стороны вижу, что как-то все однобоко у нас все происходит. Мы говорим об этом, но не обращаемся в соответствующую структуру с жалобами. Да, то, что говорить, это как бы бездоказательно обращение, если есть. Куда рассмотрим, скажем, нет доказательств. МРСК, допустим, придет и скажет, мы ничего не отключали, вот у нас журнал аварийных отключений, тут написано, то есть, точнее, тут нет записи о том, что мы кого-то отключали, докажите, что мы отключали. И здесь, естественно, потребитель должен, он же говорит о том, что его отключили, он должен доказать о том, что его отключили. Если он не может доказать это, то со своей стороны орган власти, в любой сфере, орган власти должен сам при направлении его заявителям найти эти доказательства. Но бывает так, что невозможно эти доказательства найти. Вот как в данном случае с электроэнергией. Как мы докажем, что его отключали в это время именно по вине МРСК, допустим. Может, у него у самого счетчик сгорел, провод перебился, и так далее. Там много причин может быть. Может, рубильник буквально. У нас тоже такой случай, кстати, был. При скачке напряжения автоматика рубильника, аварийная автоматика сработала, и отключился свет. Промышленный объект был, там отключился свет. И они думали, что их отключила МРСК, они сидели 2 дня, а потом решили жалобу написать. Написали жалобу, МРСК приходит сотрудник и банально просто подходит к рубильнику, включает его, и все. То есть это даже на их территории было. И у нас осталось не так уж много времени. Я думаю, что самый такой немаловажный вопрос для жителей нашей республики, не только для автомобилистов, а в принципе для всех, это рост цен на бензин. С 1 июля 2019 года все изменилось, никто замораживать цены больше не будет, и, естественно, это спровоцирует рост цен на бензин и на все остальное. То есть прокомментируйте, пожалуйста, что нас ждет. Да, у нас правительство выступило с сообщением о том, что они больше соглашений продлевать не будут с вертикально интегрированными нефтяными компаниями. И сегодня 2 июля, апокалипсис не наступил, роста нет, мы надеемся, что его и не будет. Но теоретически он возможен. Если он будет, также мы будем смотреть за тем, чтобы не был необоснованным. Если будет обоснованный рост цен, тут мы ничего не сможем с этим сделать, потому что если мы тут будем применять механизмы государственного надзора и контроля, то мы просто придем к тому, что заправки закроются, потому что нет у них доходной части. Об этом независимые нефтяные компании, независимые АЗС уже давно об этом говорят, что у них действительно минимальная вообще выгода от этой работы. Мы рассматривали этот вопрос в начале этого года, смотрели, оно действительно так. Максимально процент доходности у АЗС достигал 7%. Это очень мало. Бывали времена, когда они месяц-два работали по доходу, 1,5% доход показывали, и все. Это достаточно мало. Поэтому все потому, что у нас одной из составляющих литра бензина – это налоги. 60% прямых и косвенных налогов у нас сидят в литре бензина, поэтому у нас цены такие. Что ж, мне кажется, нам, простым жителям, остается просто ждать. А вы, я надеюсь, уже со своей стороны как-то подсобите. Да. Что ж, на этом наш эфир подходит к концу. Батыр, спасибо большое за исчерпывающие ответы. Я так думаю, что информация была полезна и интересна нашим радиослушателям. Дорогие друзья, я вам напомню, что сегодня у нас в гостях был Батыр Тачиев, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. На этом наш эфир подходит к концу. Всего доброго, хорошего дня. Оставайтесь с нами.